Я обещаю вам сегодня, что эта картина, ее фото, попадет к его родственнику, академику Крылову Андрею Михайловичу. Наш куратор в Москве, куратор нашей выставочной деятельности, уже более 32 выставок нам организовал, и председатель комиссии по наградам. Я думаю, он по достоинству сможет оценить эту картину, работа нашего великолепного мастера, заслуженный художник Чувашия и вообще заслуженный художник мира, я считаю, такой замечательный человек Александр Владимирович. Я прошу своего друга сюда, Владимир Михайлов, подойти, он стоит как-то неудобно. У нас земляки масштаба мирового, и можно этим гордиться смело. А то, что Ильин земляк Крылов, я нисколько не удивляюсь. Где родился? Да, он знает, где родился. Рад этой выставке. Я только сегодня осознал масштаб того, что происходит. Фактически это самый настоящий международный уровень. Очень много вовлечено людей в это дело. Доктор Басам великолепный организатор, действительно подвижник этого начинания. Если это началось в 2021, всего-то, такое ощущение, что прошло лет 10. Я фильм смотрю, думаю, наверное, это 10 лет назад где-то, что-то все это не сильно изменилось. Примерно такие же, оказывается, всего лишь 3 года. Я так понимаю, что доктор Басам, он просто обладает неимоверной энергией, работает как неимоверный движитель всего этого начинания. И поэтому я благодарю от имени города, администрации города, которой сегодня, к сожалению, нет на международном мероприятии. Я всегда об этом говорю и буду говорить. Жаль, что все заняты. Так вот, хотелось бы пожелать этому проекту дальнейшего развития, расширения. И так, казалось бы, куда уж расширяться? Уж и города России, страны включены уже, не знаю, тут кого только не включили. Но нет предела совершенства. Вы знаете прекрасно. Я, например, вот на свежий взгляд, я бы, например, расширил перечень видов изобразительного искусства, не только живопись. Здесь даже скульптура представлена только, к сожалению, одной головой Владимира Нагорного. Шикарный, кстати, портрет, отличный. Вот хотелось бы, чтобы было побольше графики, побольше, возможно, декоративно-прикладного искусства. Может быть, фотографии, почему бы. Так вот, я к чему? Хотелось бы пожелать этому проекту развития, как я уже сказал, и чтобы появились новые авторы в этом проекте с новым видением в изобразительном искусстве, может быть, и молодежь с современным взглядом на все это, и тоже надо, я думаю, вовлекать. Поэтому можно преклоняться перед талантом доктора Басама, организаторским прежде всего и политическим, но есть возможность что-то в этом проекте менять и выполнять. Согласны? Конечно. Поздравляю всех, замечательно, и хорошо, что этот проект в Новочеркасске. Кстати, первый раз, да? Второй раз. Второй. В этот музей первый раз. Кристину же мы открывали. Да. Все равно было интересно. Конечно, согласен. Я говорю, в этом художественном музее, это первое. Здесь вообще смотрится все по-другому, согласитесь. Здесь особая аура. И сегодня действительно как-то вот почувствовался так дух Палестины. Я, честно говоря,
не очень, что называется, близко это все воспринимаю и понимаю, потому что культура-то особая такая, специфическая, я бы сказал. Но вот сегодня были такие моменты, где вот как-то почувствовал, что особенно когда я услышал пение вживую, это на языке Палестины. Спасибо. А исполнителю, вы меня посмотрите, пожалуйста. Спасибо, говорю вам большое за такое исполнение. Дорогому Владимиру Елисеевичу благодарственное письмо я заранее приготовил. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, я не представляю, вот в первые моменты, когда я приехал в этот музей, может лет 10 назад, я не знаю, когда первый раз, я больше не представляю этого музея без моего друга Владимира Елисеевича. Без Ильи Александра Ильича, без доверия. Это просто, если они присутствуют, больше никому не надо. Я имею в виду из власти, из больших людей. Это не самые большие, самые нужные, самые прекрасные. Я хочу, дорогой, вам сказать за все ваши труды, за все, что вы делаете в поддержку культуры, искусства. Вы по-настоящему правильно вас называют министр культуры города Новочеркасск. Это подходит вам просто. Она для вас создана, я считаю. Я хочу вам подарить вот тоже такой же подарок. Пусть Бог вас благословит, хранит. Будьте всегда таким прекрасным и замечательным. Это я